Ансаруллах готовит нападение на Таджикистан? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему таджикские силовики переведены в режим повышенной готовности. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Душанбе встревожены усилением присутствия талибов на севере Афганистана и активизацией боевиков группировки Ансаруллах на границе с Таджикистаном. Вслед за сообщениями о создании талибами ячейки группировки смертников Лашкаре-Мансури в Файзабаде, административном центре провинции Бадахшан, возвращении из Кабула в афганский Дарваз лидера группировки Ансаруллах Махиди Арсалана и оперативными сведениями о возможном нападении боевиков на бадахшанский участок таджикско-афганской границы, силовые структуры Таджикистана были переведены в режим повышенной боевой готовности. Однако представители Талибан в Кабуле заявляют, что никакой угрозы границам Таджикистана нет, и все попытки вторгаться на территорию соседней страны будут пресечены. Источники в управлении погранвойск Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области 22 сентября на условиях анонимности сообщили, что, согласно полученным оперативным сведениям, таджикские талибы, так называют боевиков группировки Ансаруллах, вынашивают планы нападения на бадахшанский участок таджикско-афганской границы. Власти Таджикистана, по словам источника, изучают полученные сведения, но на всякий случай перевели силовые структуры страны в режим повышенной боевой готовности. К нам поступили такие сведения, пограничники готовы противостоять таким планам. Мы чувствуем угрозу с того берега и готовы отражать любую атаку, добавил источник. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Тем временем в ГБАО идут приготовления к рабочей поездке президента Эмомали Рахмона. Галиб Ниятбеков, пресс-секретарь главы ГБАО, 23 сентября в беседе подтвердил появившиеся слухи о возможном нападении боевиков. Но это всего лишь слухи. Пограничники усилили контроль на линии госграницы. ГБАО готовится к рабочей поездке главы государства. Никакого страха у людей нет, все заняты своими повседневными делами, отметил он. Дата рабочей поездки главы Таджикистана в Горный Бадахшан пока не объявлена. Махди Арсалан, лидер группировки Ансаруллах, является по сути эмиром 5 афганских уездов – Куфоп, Шикай, Нусай, Маймай и Хахон. Эти уезды граничат с Дарвозским районом и районом Шамсидин-Шахин Таджикистана. По данным источников, Махди Арсалан – это псевдоним Мухаммада Шарипова, уроженца села Шербегион сельского джамаата Сафид-Чашма Нурабадского района на востоке Таджикистана. Махди Арсалан и его подчиненные являются представителями второго поколения боевиков Ансаруллах. Это единственная террористическая организация, в которой входят уроженцы Таджикистана. Все эти годы воевала на стороне талибов. Именно Махди Арсалан и его боевики подняли флаг движения Талибан на границе с Таджикистаном. Жители афганского Дарваза сообщили, что Махди Арсалан после победы Талибан уехал в Кабул, но на днях снова был замечен в Дарвазе. Один из бывших высокопоставленных сотрудников сил безопасности Афганистана сообщил, что недавно его люди в одном из уездов на таджикско-афганской границе стали свидетелями тайного совещания таджикских и кавказских талибов. Они задумали какую-то провокацию. Боевики спрашивали у местных жителей, знают ли они места, где можно без особого труда перебраться на территорию Таджикистана, говорит бывший сотрудник афганских спецслужб. Сообщения об усилении присутствия талибов на севере Афганистана и активизации боевиков Ансаруллах на границе с Таджикистаном поступили в то время, когда таджикские власти критикуют действия талибов в захваченном ими Афганистане. Эмомали Рахмон открыто заявил, что Таджикистан не собирается признавать власть талибан в соседней стране. Накануне президент Таджикистана назвал свидетельством трагическое нарушение международных прав человека. Событие в Паншере, жителям которого талибы отказали в доступе к продовольствию и другим предметам первой необходимости, а также гуманитарной помощи. Однако Забихула Муджахид, официальный представитель Талибан, назвал все это досужими домыслами. Мы никогда никому не разрешим использовать Афганистан для нападения на наших соседей. Все такие попытки будут любой ценой нами пресечены, добавил он. Напомним, ранее Забихула Муджахид в ответ на вопрос о передаче 5 уездов на севере Афганистана под контроль группировки Ансаруллах пообещал проверить эту информацию. Мы не допустим, чтобы иностранцы выступили от нашего имени. Мы проводим расследование. Если мы выявим иностранных боевиков, то их ожидает депортация из страны, заявил пресс-секретарь Талибана. Было ли проведено расследование и приняты ли какие-либо решения, не сообщается. А как вы думаете, не зря ли такое напряжение у властей Таджикистана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.